Добрый день, Эдуард Валерьянович. Сегодня на нашей встрече хотел бы с вами обсудить вопросы системы здравоохранения, попросил бы вас о том, что было сделано в прошлом году, какие основные направления в системе здравоохранения были модернизированы, какие объекты системы здравоохранения были реконструированы, какие вопросы стояли на повестке, в том числе о международной деятельности Министерства здравоохранения, какие перспективы стоят в текущем году. Ключевой позицией обозначено оказание медицинской помощи нашим гражданам. Мы этому, как и ранее, следовали и будем продолжать, естественно, осуществлять эти мероприятия. Но знаем, что без сложностей, без трудностей не приходится нам работать, поэтому принимаем все меры для того, чтобы их преодолевать. Отдельные успехи есть, об этом вы освещаете через средства массовой информации, придаете огласки, но сейчас бы хотел вас попросить об отдельных направлениях, более предметно рассказать, там, где есть у нас достижения, ну и, разумеется, сказать там, где есть у нас сложности, проблемы, о них тоже мы должны более предметно поговорить. Хорошо. Спасибо, Владимир Валерьевич, что пригласили. Хотел бы отчитаться о работе Министерства здравоохранения Республики Абхазия за 2025 год. Если говорить коротко и попунктно, сегодня все 9 программ реализованы в срок, которые осуществляло Министерство здравоохранения Республики Абхазия. Вы знаете, что еще одна межведомственная программа была у нас реализована с фондом репатриации на сумму 30 миллионов рублей. Это по программе ЭКО. Всего было 65 обращений по этой процедуре, и она была оказана 59 пациентам. Это одно направление. Следующее направление – это заработал Республиканский сосудистый центр на базе Республиканской больницы. Стоимость строительной части – это 75 миллионов, само оборудование – 100 миллионов рублей, ангиограф. Налажена также маршрутизация с помощью коллег из Российской Федерации. Они нам оказывали всестороннюю помощь по всем направлениям. И уже на сегодняшний день 81 человек получил необходимую высококвалифицированную помощь в Республиканском сосудистом центре. Мы говорим о том направлении, как острый коронарный синдром, инфаркты и операции на сосудах, на периферических конечностях. То есть все необходимое в этом направлении сделано. Мы развиваем эти направления. И сегодня все функционирует в штатном режиме. Люди обращаются в Министерство здравоохранения или по маршрутизации, по скорой помощи обращаются в лечебное учреждение. По показаниям делается коронарография и в дальнейшем при необходимости стентирование. Мы плотно взаимодействуем, также консультируемся с ведущими федеральными центрами Российской Федерации, в частности, Чазовский центр. И никаких проблем в этом плане у нас нет. Есть какие-то сложные случаи, которые мы еще в любое время дня и ночи с помощью телемедицинских консультаций, вы знаете, более 215 телемедицинских консультаций с ведущими федеральными центрами Российской Федерации мы осуществили уже за 2025 год. Все эти вопросы, они в тесном сотрудничестве с Российской Федерацией прорабатываются. Хотелось бы отметить, за прошедший год была проведена масштабная диспансеризация детей и дошкольного возраста. Около 27 тысяч детишек и дошколят было обследовано благодаря помощи российских коллег, которые сюда приехали 4 бригадами из разных регионов. И это все осуществлялось под эгидой Минздрава Российской Федерации, федеральным центром. Курация была проведена, поэтому и дополнительно мы еще выявили те направления заболевания, которые не могли здесь осуществить в плане оперативного вмешательства или консервативного лечения, в плане до диагностики мы их отправляли, Владимир Валерьевич, в ведущие федеральные клиники Российской Федерации. Это одно из направлений, которое было осуществлено в году. Значит, учитывая высокий курортный сезон, благодаря помощи Российской Федерации были командированы российские врачи для усиления наших лечебных учреждений. У нас отсутствует, такая есть проблема, вот вы говорили сказать о сложностях, которые нас сопровождают, так это кадровый дефицит именно узкопрофильных специалистов, которые нам необходимы, в частности реаниматологи, в частности неонатологи и другие профильные специалисты, узкопрофильные. В пик курортного сезона в августе месяце 22 специалиста из Российской Федерации были прикомандированы в Республику Абхазия. Мы их распределили по всем лечебным учреждениям республики.
Конечно, основная нагрузка легла на республиканскую больницу и на инфекционную больницу. Также Гагра, Гудаута, Творчал, Ачамчира. По окончанию пика курортного сезона уже в сентябре месяце уже 15 человек, Владимир Валерьевич. И мы в этом плане тоже взаимодействуем с нашими российскими коллегами. Уже сегодня, сейчас мы прорабатываем будущий курортный сезон в плане графика специалистов, которые должны будут приехать. Этот вопрос тоже активно прорабатывается. Одно из направлений, которое опять выведет систему здравоохранения Республики Абхазия на совершенно другой уровень, это открытая кардиохирургия. Мы в этом направлении уже активно прорабатываем вопросы, как это все осуществить на территории Республики Абхазия. Это совершенно новый виток будет оказания медицинской помощи высокотехнологичной на территории Республики Абхазия. Вы знаете, что у нас эндоваскулярная хирургия, там ангиограф работает, это по закрытой кардиохирургии. Сейчас мы говорим об аортокоронарном шунтировании, о замене клапанов сердца и другие оперативные вмешательства. Да, это непростая задача, поэтому сегодня мы анонсируем это в этом году и постараемся реализовать в течение 2026 года. Задача непростая, задача сложная. Для этого необходимо, чтобы мы подготовили пул пациентов. Мы уже провели беседу с нашими друзьями и коллегами с Российской Федерации, которые могут приезжать сюда вахтовым методом. Мы отберем пул пациентов, они будут приезжать, осматривать их, при необходимости оперировать. Но для этого необходимо создать определенные условия. Такой нужен аппарат, как аппарат искусственного кровообращения. В пределах 50 миллионов он стоит, но можно его взять в аренду или взять в лизинг, найти определенные формы для того, чтобы этот аппарат был. Но вот в этом направлении, конечно, у нас есть такие планы, которые облегчат жизнь нашим гражданам. Вы знаете, уже 81 человек по эндоваскулярной хирургии прооперировал. Они не выезжают за пределы, Владимир Валерьевич, они здесь на месте получают необходимую медицинскую помощь. Такая же ситуация у нас есть и планы развития системы стратегического планирования здравоохранения. Мы говорим о том, что нам нужны определенные дорогостоящие оборудования, в частности, литотриптор нужен для того, чтобы мы не отправляли пациентов с мочекаменной болезнью, мы могли здесь проводить эти оперативные вмешательства. И по разным направлениям у нас есть вещи, которые мы хотим реализовывать. На самом деле уделяется огромное внимание от лица президента и, естественно, и правительство особо на контроле держит все поручения в системе здравоохранения, которые дает глава государства. Несомненно, обновление медицинского оборудования, приобретение нового оборудования, инвентаря – это важная позиция, но одновременно надо повышать заинтересованность наших людей в обучении. Есть программа кадровое обеспечение системы здравоохранения. Я так полагаю, она дает свои результаты. Так точно. Мы очень надеемся, что наши граждане, которые окончат медицинские вузы, вернутся сюда и возвращаются для того, чтобы продолжить практическую работу. И этим надо заниматься более предметно. Это ключевое направление, потому что национальные кадры нам нужны. И мы в будущем еще чаще и больше будем говорить о том, что новые виды медицинской помощи мы можем уже здесь оказывать на территории Республики Абхазия. Уже вот яркий пример географическая операционная, которая вот очень хорошо в этом смысле нам помогает. Наши граждане лечатся здесь, получают там квалифицированную медицинскую помощь. Это очень важный аспект. 9 программ системы здравоохранения только на республиканском уровне реализуется. Объем этих средств в прошлом году превысил более 760 миллионов рублей. Если сопоставлять с предыдущими периодами, то, к примеру, в 2020 году он 220 миллионов составлял, сейчас он составляет 760 миллионов, там, более чем в 3 раза вырос. Кроме того, мы используем и другие источники финансирования. Фонд медицинского страхования тоже оказывает медицинскую поддержку, помощь нашим гражданам через реализацию 2 программ. Это тоже очень важно. Причем в последние годы мы взялись за программы дорогостоящих, да, приобретение дорогостоящих медицинских препаратов. И в этой связи, что хотел бы я у вас спросить.
Граждане Республики Абхазия, которые обладают гражданством Российской Федерации, в основном здесь на территории Абхазии имеют полисы обязательного медицинского страхования, которые им позволяют получать квалифицированную медицинскую помощь в Российской Федерации. Как в этом направлении обстоят дела? Более подробно нам расскажите, какие инициативы проявляются в этой сфере, что нам нужно здесь делать, если необходимо принять нормативно-правовые документы, попросить президента внести, значит, инициативы в парламент для того, чтобы ускорить этот процесс. Владимир Валерьевич, усиливаем работу по лечению наших граждан, имеющих полис обязательного страхования в российских клиниках. За 2025 год 308 человек было направлено в клиники Российской Федерации. Вы знаете, что этот вопрос он очень такой серьезный. Сейчас после подписания определенных соглашений граждане, которые едут в Российскую Федерацию на основании загранпаспорта и полиса обязательного медицинского страхования, будут получать помощь, необходимую в всех клиниках Российской Федерации. Поэтому в этом направлении активно ведется работа. Также за этот год более 1381 человека отправлено на лечение в российские клиники за счет Республики Абхазия. Поэтому в этом направлении мы также работаем. Есть вещи, которые мы здесь не можем делать, Владимир Валерьевич, учитывая определенные обстоятельства и техническую оснащенность, поэтому эти пациенты выезжают в российские клиники. Но у нас вот буквально за 24 и начало 25 года более 1500 дополнительных обращений было в республиканскую больницу города Сухум. Это говорит о том, что это количество людей не выехало за пределы, они здесь на месте получили медицинскую услугу. Это говорит о уровне доверия нашим коллегам. Ну, это очень хорошая новость будет о том, что наши граждане в ближайшем будущем смогут получать квалифицированную медицинскую помощь при наличии полиса обязательного медстрахования на всей территории Российской Федерации. Очень надеемся на скорейшее принятие этого документа, и ситуация кардинально начнет меняться в лучшую сторону. Это хорошая инициатива, поддержали наши коллеги из Российской Федерации, так что это очень полезно. Еще об одном аспекте хотел поговорить. Нередко наши граждане обращаются в медицинские учреждения и получают платные медицинские услуги. Вот, мы об этом очень много, часто говорим, уже не первый год говорим о том, что там надо навести нормальный порядок. И это было озвучено и продиктовано в послании президента Республики Абхазия в ближайшее время, в кратчайшие сроки, внести предложение, и мы готовы, естественно, рассмотреть, утвердить об оказании платных медицинских услуг населению. Вот. Здесь мы должны понимать о том, что должна быть прозрачность, естественно, повысится эффективность оказания медицинской помощи, повысится доступность. Вот, нередко наши граждане за оказанием материальной помощи обращаются, в том числе для того, чтобы в последующем оплатить эти же медицинские услуги. Поэтому расскажите, какую работу вы сейчас ведете и когда она может быть завершена по линии Министерства здравоохранения. Вы знаете, что было поручение президента Владимира Валерьевича, и ваше поручение также держать эту ситуацию на усиленном контроле. Значит, платные медицинские услуги, положение разработано и находится на этапе окончательного согласования. Разработана и согласована формула ценообразования медицинских услуг. Также приказом Министерства здравоохранения Республики Абхазия утвержден официальный реестр медицинских услуг. Для реализации проекта еще необходимо техническое дооснащение и разработка и утверждение некоторых форм медицинских документаций. Значит, пилотный проект собираемся реализовать на территории республиканской больницы. Наши коллеги из республиканской больницы уже выезжали в ведущие клиники Российской Федерации для обмена опытом, посмотреть, как работает в российских клиниках это направление, и уже обменялись опытом. У нас есть определенные наработки, как мы это будем реализовывать непосредственно в нашем лечебном учреждении. Вернемся к медикаментам, поставляемым для государственных нужд и, соответственно, в розничную сеть, в наши аптечные учреждения. Здесь за Министерством здравоохранения определен контроль за поставкой таких товаров в Республику Абхазия. Мы иногда слышим, что лекарства не всегда качественно, не помогают.
Ну, в этой сфере в Российской Федерации заметно все меняется быстро, там знак качества стоит, и, естественно, мы сотрудничаем с поставщиками из Российской Федерации, но вместе с тем, чтобы для предотвращения подобных ситуаций и разговоров, они просто так, разумеется, не бывают, значит, есть факты, вот, на что мы должны сразу реагировать. Надо усилить контроль. Усиливать контроль, Владимир Валерьевич. Надо обязательно усилить контроль за этим, в том числе совместно с силами органов внутренних дел, госстандарта Республики Абхазия, ну и другими уполномоченными органами. Если прямое вмешательство там нужно наше, об этом тоже скажите, потому что это касается самого главного – здоровья наших граждан. Все Вот. сделаем, усилим контроль, Владимир Валерьевич. Говоря о отдельных направлениях по подведомственным вашим учреждениям, хотел бы, чтобы вы рассказали, как обстоят дела с химиопрепаратами. У нас в республике это дорогостоящий вид и лечения, и приобретения препаратов, там и первая, и вторая, и третья линия. Мы знаем, что и фонд медицинского страхования обеспечивает реализацию мероприятий по приобретению таких препаратов, но все равно чувствуется, что есть дефицит. Все равно чувствуется, что есть дефицит, поэтому как обстоят в этом направлении дела? Вы абсолютно правильно заметили, Владимир Валерьевич, фонд обязательного страхования помогает нам не только химиопрепаратами, беременным помогает, там, женщинам для определенных препаратов выдачи, значит, у кого есть угроза для кровотечения и так далее. Вот вы еще хорошую вещь сказали, что фонд обязательного медицинского страхования также дорогостоящие медицинские химиопрепараты нам помогает. Это таргетная терапия. Вы знаете, что это настолько дорогая вещь, что есть пациенты, которые получают 600 тысяч рублей каждые 21 день, и мы стараемся не прерывать этот цикл, хотя по-разному бывают случаи, бывают, когда есть определенные обстоятельства с доставкой препарата, с финансовым обеспечением, и не все так гладко, к сожалению, иногда проходит, что можно там сказать, что все без запинки проходит, на самом деле это не так, приходится разного рода ситуации, просто уже наперед просчитывать какие-то вещи. Мы стараемся помочь пациентам, если есть возможность где-то отсрочить, допустим, следующую поставку и кому-то выдать наперед, мы это тоже так делаем, потому что все зависит от схемы и курса лечения. Потому что если у человека есть перерыв, мы этот препарат, который для него, можем отдать другому человеку, и потом стараемся, чтобы эти люди не пропускали своего курса лечения в назначенные даты. Но все равно есть какие-то небольшие сложности, Владимир Валерьевич, это вопросы финансового обеспечения, вопросы доставки препаратов, и в этом направлении мы ежегодно работаем, усиливаем эту составляющую, потому что действительно объем большой, это все надо привозить, и пациенты, некоторые, даже имея все документы на территории Российской Федерации, им удобно здесь, на месте, получить в нашем национальном онкологическом центре эту медицинскую услугу. Поэтому вот такое количество пациентов, которые дополнительно уже вот у нас появляются на учете, вот с этим мы тоже идем навстречу и помогаем, Владимир Владимирович. Так и надо продолжать, да, это очень важно. Люди обращаются, там такая болезнь, что нужно мгновенно реагировать, и мы на стоимость, как вы сказали, правильно не смотрим. Каждый 21 день и несколько курсов. Это очень важно для нас, помогать людям. У нас были перебои, и мы признаем это, Владимир Валерьевич, поэтому мы с людьми также разъяснительные работы проводим, объясняем, когда будет следующий препарат, чтобы они уже понимали по срокам, допустим, если даже смещение на 1 или 2 дня, все равно человеку, который получает очень сложную химиотерапевтическую помощь, да, для него это тоже очень важно, и мы абсолютно спокойно рассказываем, когда придет препарат, и чтобы он был информирован об этом. Это тоже очень важно. Да, конечно, безусловно. У нас в республиканской больнице программа по гемодиализу, тоже очень важное направление. Мы стараемся не пропускать и финансирование, как говорится, если вы тоже сами на контроле держите поставку там необходимых препаратов. Сейчас сбои есть в этом направлении? Нету, даже я скажу больше.
прошлом году они прямо перед Новым годом произвели поставку более чем на 12,5 миллионов рублей. Все необходимые медицинские препараты для того, чтобы наши граждане, которые получают услугу гемодиализ, проводили ее спокойно, без задержек. Все это есть. Но мы с поставщиками проговорили о том, что в начале следующего месяца, то есть в январе, в начале года мы заплатим ту сумму, о которой мы говорили в прошлом году и не смогли ее закрыть. Вы понимаете, что есть определенные финансовые были сложности, да, там, и это объективная была причина. Люди с пониманием отнеслись. Я думаю, что в конце вот этого месяца мы этот финансовый долг закроем. Но да, это не отражается на пациентах. Пациенты свою услугу, 75% получают у нас услугу гемодиализа на территории республиканской больницы. Ну, тоже на контроле особом надо держать. Совершенствование системы здравоохранения является обязательным для обеспечения пациентов всем необходимым, доступной, качественной медицинской помощью. Сформировать в системе медицину катастроф, провести скрининг репродуктивной системы женской, может, такую программу дополнительно сделаем, потому что у нас люди едут на ЭКО, там по времени, по возрастному, как говорится, цензу, тоже запущенные есть моменты. И когда люди уже не проводят определенный скрининг, а сталкиваются с проблемой, которую очень сложно решить. Может, вот в этом направлении попросим вашего содействия сделать скрининг. Мы говорим о развитии такого направления, как курортология, бальнеология, чтобы круглогодично замкнуть республику на гостях, которые будут приезжать в республику. Всегда Абхазия славилась своими курортами и своими лечебными оздоровительными центрами. И без науки никак. Это проведение 3-го Абхазского медицинского форума в 2026 году. Там очень есть разные направления, которые мы хотим развивать. Вы знаете, что в прошлом году вы присутствовали, были 4 министра здравоохранения Российской Федерации, Южной Осетии, Приднестровской Молдавской Республики и Республики Абхазия. У нас есть определенное видение, как мы хотим науку непосредственно с практикой соединить. Поэтому по форуму, я думаю, я отдельно вам доложу, Владимир Ильич, но такие вот 3-й Абхазский медицинский форум должен состояться в 2026 году. Несомненно, научные исследования в сфере здравоохранения важно вести и через такие мероприятия, как форумы, симпозиумы. У вас, знаю, тоже в этом направлении в прошлом году очень много состоялось встреч в Российской Федерации, и не только у вас, вы посещали Российскую Федерацию и медицинские учреждения, эти образовательные площадки вместе со своими коллегами, конечно, это надо продолжить. Об этом надо постоянно думать, это и повышение квалификации, возможно, в каких-то случаях переподготовка. Вот силами нашего медицинского колледжа тоже нужно стараться, чтобы вовлекать больше в медицинскую среду, в медицинское образование, как говорится, наших молодых людей, для того, чтобы у нас был достаточно необходимый кадровый потенциал собственный на территории республики. Мы часто с вами об этом говорим, и такая фраза у вас используется на профессиональном языке, там, золотой час. Вот этот золотой час обеспечивается человеком прежде всего. И вот чем больше будет специалистов у нас квалифицированных, тем больше появится возможности спасать жизни и здоровье наших граждан. Мы также, Владимир Валерьевич, вы знаете, развиваем и международную деятельность. Мы на связи с министром здравоохранения, с заместителями по профилям. И очень всегда, когда проходят крупные международные конгрессы, национальное здравоохранение или форумы в России, нас приглашают. Мы ездим с нашими коллегами, постоянно с разными нашими руководителями структурных подразделений, ездим в Российскую Федерацию, в частности вот в Москву, обмениваемся опытом. Для нас это очень важен опыт, потому что такими динамическими темпами развивается медицина в Российской Федерации. Сейчас на отдельные темы, такие как цифровизация
цифровизация здравоохранения, там, с помощью искусственного интеллекта, очень большой пласт вопросов, который сегодня уже настолько стремительно идет вперед. Мы тоже хотим участвовать во всех этих процессах, и Михаил Альбертович Мурашко всегда приглашает на своего рода вот эти большие конгрессы, мероприятия, форумы, и мы с удовольствием участвуем и будем участвовать, будем с нашими коллегами ездить и смотреть, как на самом деле вот мы ездили и смотрели, как развивается скоропомощная служба, как приезжает пациент в лечебное учреждение, как ему на каком этапе оказывается медицинская помощь, Первичная, как работает да? первичная, как работает вообще весь механизм, Владимир Валерьевич. Такой опыт мы уже тоже перенимали, ездили и заснимали, и общались с руководителями структурных подразделений. Ну, думаю, что в этом направлении тоже будет проведена нами огромная работа. Очень хорошо. Поддержка от лица государства, я так полагаю, чувствуется в системе здравоохранения. Так точно, от президента, от вас огромное вам спасибо. Вот, поэтому мы намерены продолжать и дальше. Ключевая позиция в реализации социальной политики нашего государства. Поэтому все инициативы, связанные с укреплением здоровья, с повышением продолжительности жизни, со снижением смертности, все эти вопросы являются очень-очень важными для нашего государства. И мы с помощью здравоохранения, с помощью системы социальных гарантий мы обязательно должны реализовывать это все. Поэтому полагаю, что в таком же режиме активном, как и в предыдущие годы, мы продолжим работать в текущем году, и у нас будут новые успехи. Хотел бы прежде всего пожелать здоровья нашим гражданам, ну и, как говорится, совершенствования системы здравоохранения в этой сфере. Тоже неотъемлемая часть, как говорится, нашей с вами совместной работы. Спасибо. Будет сделано, Владимир Валерьевич. Спасибо. Будем наращивать Спасибо. и модернизировать, и развивать.